Началась так называемая частичная мобилизация. Но по факту мы видим, что мобилизируют коренные и отчасти малочисленные народы – бурятов, чеченцев, тувинцев, татар, башкир, мари и другие. Из сел забирают всех парней и отправляют их на войну. Русские решили действовать не ассимиляцией, как раньше, но настоящим геноцидом. А сейчас про то, как русские появились, про уже знакомые всем методы ведения войны и уничтожения народов. Начнем с того, что русские – это не совсем русские, да-да. А название это для общности, живущей в современной Российской Федерации, в корне неверно. Оно появилось после того, как Иван Грозный провозгласил вместо Московского княжества так называемое Русское царство, покусившись на наследие Руси с центром в Киеве. Многие годы спустя кабинетные ученые монархии Романовых выдумали термин «великороссы», потому как слово «московиты» они считали бранным. После распада Российской империи появился очередной новояз – советские люди, смысл которых был в насильном объединении всего населения СССР в один искусственно созданный русскоговорящий народ. И русские, и великороссы, и теперешние россияне являются кашей из народов, сваренных в плавильном котле террора и репрессий. Сейчас попробую объяснить. Началось все с захвата земель народа Меря в IX-XI веках славяно-варяжскими боевыми отрядами. Сперва мирянских мужчин убивали, а их женщины становились трофеем. Но вскоре такая практика прекратилась. Вот эта смесь, по-научному суррогат, и стала основой московитой, которая с XII века оформляется в границах Суздальского княжества. Именно московиты-суздальцы начали активное вторжение в земли Меря, Эрзя, Мокша, которых они называли мордвой поганой, а также мари, удмуртов. Первым пал Обран-Ош, один из важных городов Эрзянь-Мастур, на пепелище которого захватчики возвели свой Нижний Новгород. Знакомый метод, не правда ли? Если раньше сжигали факелами и воробьями с горящими веточками, то сейчас сжигают солнцепеком, как это было в украинском Мариуполе или Попасной. В XIII веке московиты очень часто ходили с грабительскими набегами в земли Эрзя и Мокша. Даже татары не опускались за такой мерзости, как жители Белокаменной. Стоит упомянуть походы 1377-88 годов, которые достопочтенные непровластные историки Республики Мордовия отчетливо именуют не иначе, как геноцид. В результате набега было угнано в рабство огромное количество Эрзя и Мокша, а всех их старейшин, и Незоров, и Ацезоров, как специально публично казнили в Нижнем Новгороде. Какая же это была насмешка и плевок всем финно-уграм по Волжье. Над ними надругались, привязали их к хвостам собак и тащили по замерзшей Волге. И опять-таки, что-то знакомое. В наше время граждан Украины массово вывозят в Россию из оккупированных земель. Местных чиновников не сразу убивают, а пытают, как это было недавно обнаружено в освобожденных Купянске, Изюме и Лимане. Что же далее? В XV веке Московское княжество с трудом сумело победить почти всех окружающих соседей, в основном слабых в военно-политическом отношении. Основной преградой на пути величия на Западе стала Новгородская республика, государство, являвшееся полной противоположностью Московии. На юго-востоке – Касимовское, Темниковское и Казанское ханство. Примечательно, но в Новгороде было вполне демократическое устройство по меркам того периода. Никто там не геноцидил, в общем, как говорится, жили мирно и не тужили. Но в результате 3 походов 1456, 71, 78 годов Великий Новгород был покорен, сожжен, а его земли присоединены к Московии. Тогда же началась активная ассимиляция местного сельского финно-угорского, что примечательно, населения – вепсов, карелов, ижор, води. 100 лет спустя Иван Грозный провел геноцид новгородцев, заместив население пришлыми московитами. В то же время, в 1550-х годах произошла самая главная трагедия в истории региона Идель-Урал. В 1552 году была взята Казань, а вместе с ней под контроль Московии попали татары, мари, часть Эрзя и Мокша, удмурты, башкорты, чуваши. В результате 3 войн было подавлено марийское сопротивление. Их насильно обращали в православие. Башкорты, которых московиты лишили всех прав, поднимали многочисленные восстания в течение сотни лет. То же делали и наши предки мокшане.
позднее московская ига двинулась на юг и приступом взяла Астрахань, где вырезали калмыков, казахов, нагайцев, киргизов. С каждым новым завоеванием Московия укреплялась и становилась более кровожаднее прежнего. Очевидно, даже покорение Новгорода и Идель-Урала не могли утолить жажду колонизаторов. Поэтому они двинулись на восток, в Сибирь. После смуты воцарения рода Кобылы-Кошкиных, известных в историографии как Романовы, началась активная ассимиляция местного исконного населения. Коренные народы огнем и мечом крестили в гибрид православия и иудаизма, приправленного мирянским шаманизмом. Православие насаждалось везде, где только ступала нога московита. Коренным народам давали чужой язык, забирали их, избавляли от собственной идентичности. Впрочем, как и от собственности таковой. Так была навязана искусственная русскость, хотя у многих, кто хоть раз копался в своей родословной, знает, что если, к примеру, бабушка-украинка, а дед Эрзя, то он никак не может быть русским, ну или поляком. Можно поразмыслить вслух и помечтать, что только после создания суверенного Идель-Урала уже перестанет быть выгодно русским, и если не все, то многие вспомнят о своих корнях. Уже нужно вспоминать, дорогие друзья. Сейчас народонаселение некоторых субъектов Федерации стремительно падает. Во-первых, из-за последствий коронавирусной пандемии, а во-вторых, из-за путинской спецоперации в Украине. И вскоре мы можем их потерять, хотя есть энтузиасты, пишущие книги на родном языке, изучающие язык предков, несущие его, как говорится, в народ. Но перевес все же на стороне оккупанта, и надо с этим бороться здесь и сейчас. После объявления мобилизации Россия вступила в финальную фазу своего существования. Нужно это признать. Где-то происходят митинги, протесты и даже народные бунты. Где-то сжигаются военкоматы, как, например, в Мордовии, и здания администрации. Предреволюционная ситуация близко, а вместе с ней и освобождение народов, пока еще РФ. Пожелаем ей быстрой кончины, друзья. На сим закончим. Спасибо за внимание. У микрофона был Кирдян. Всем пока.